Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие мои зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Мои дорогие, огромное спасибо хочу сказать всем тем, кто ставит мне лайки и пишет хорошие, добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так: повороты судьбы, перемены ближайшего времени. К чему готовиться, чего ждать? Пожалуйста, мои дорогие, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своих планах, намерениях, надеждах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос: какие повороты судьбы и перемены по судьбе ждут меня в ближайшее время? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар и начинаю гадать для вас. Мои милые, я попрошу высшие силы дать мне возможности ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Итак, какие же повороты судьбы и перемены ждут вас в ближайшее время? Так, ну что, мои дорогие, перемены здесь у нас самые замечательные. Перемены касаются любви, перемены касаются личной жизни. Повороты у вас будут не резкие, повороты будут плавные, и это замечательно. Каких-то резких обрывов я у вас не вижу. Прекрасный знак. Смотрите, ой, что я зачеркнула, да? Здесь дельфин, это любовь и это пара. Любовь у вас будет с человеком, который, скажем так, он отличается от вас, потому что вы более, скажем, такая воздушная, вся такая фееричная, вся такая на эмоциях, наполненная, понимаете, вы умеете любить, у вас очень большое сердце, очень добрая душа. А человек, который у вас в паре, к вам в пару идет, либо уже с вами в паре, он, скажем так, он больше стабильный, он стойкий, да, он крепко стоит на ногах, он больше такой, знаете, земной, прагматичный. И этот человек создаст вам комфорт, уют, заботу он вам свою даст. Ну, а вы, в свою очередь, наполните его жизнь счастьем, любовью. Знаете, как он даст хлеб, а вы дадите водичку, да, вот так вот оно идет. Потому что без хлеба никуда и без водички мы тоже никуда. Вот такая ситуация. Это что касается перемен. Так, повороты. Повороты, я вам сказала, очень плавные, повороты не резкие, но повороты очень значимые. Здесь много будет поворотов, и даже разворот будет, мои дорогие, да, не только поворот, но и разворот. От какой-то ситуации фатовой, тупиковой, в которую, вот, знаете, как слепой котенок, да, вот вы все время туда шли, да, все время шишечку себе набивали и, как говорится, потерли, да, и заново пошли. То есть какая-то у вас ситуация круга, да, круга, замкнутого круга, когда вы ходили, вот как, ну, заведенная юла, да, очень сильно уставали, очень сильно вкладывались, а отдачи вообще никакой не было. Эта ситуация вас, ну, просто вас судьба разворачивает от этой ситуации, чтобы вы больше в нее не попадали. Здесь эта ситуация связана с какой-то зависимостью от человека, либо от обстоятельств. То есть тем, кто, например, был, под кредитом, да, под какими-то долговыми обязательствами, либо, например, у вас семья, вы должны там работать, вкладываться, вкалывать, да, чтобы прокормить семью. Ну, так тоже бывает, да. Я вижу, что вас выводят из этого состояния. Во-первых, вам помощь посылают, во-вторых, вам дают человека, который вам помогает. Этот человек может быть как и ваша новая половиночка, пара, так и человек, например, хороший друг, ответственный человек, который, ну, бывает такое, да, вот меценат захочет вам помочь, как-то вам, вот именно вам конкретно оказать помощь. Так, и еще я вам хочу сказать такой момент, что здесь изменения будут связаны еще повороты вот с детьми. Да. Возможно, там, если отношения в семье не ладились, если были проблемы там с детьми, с воспитанием, с какими-то такими моментами, то здесь я вижу придет прям такое вот озарение, осенение, как вам строить отношения. И возможно, у кого-то будет прям такая ситуация, что, ну, ребенок сам придет, попросит помощи, вы уж тогда не ругайте, а постарайтесь воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы
ваши отношения нормализовались, да. Помогите, чем сможете, да, и попытайтесь вот именно восстановить ваши отношения. Так, вижу я у вас две новости. Новости о переменах. Одна новость у вас, ну, скажем так, вы ее ждали, очень надеялись. Эта новость к вам постучится такой бодрой птичкой совсем скоро. И вторая новость — это бумеранг. Бумеранг, который долетел до человека, который причинил вам много переживаний, много злости. Вернее, ну, злитесь вы на него, и много он неприятных моментов вам в жизнь принес. Этот человек получит бумеранг, вы об этом узнаете. Скорее всего, это коснется его каких-то, может быть, материальных дел. Да, вот как-то в ресурсах он потеряет. Ну, каждому свое, понимаете, что я тут могу сказать. Не буду лукавить, вижу, что вы, ну, как поверите в вселенскую справедливость. Кто-то прям скажет, ну так и должно быть, да. А кто-то вот, да, наоборот, да, захочет человека поддержать и помочь. Ну, у каждого свое, мои дорогие. Но знаете, что человек получит за вас. Так, еще я вижу у вас тут внизу в самом колючку, репешок, да, который к вам цеплялся, который вам мешал. Здесь, кстати, два человека, которые вот, скажем так, за вас счет, может быть, жили, существовали, что-то у вас постоянно там клянчили, просили, как-то вас ресурсно обворовывали. Эти два человека, они уходят. Они от вас отстанут. Здесь судьба вас от них оберегает, как-то их откидывает от вас. Так, здесь еще интересная такая ситуация, да, два человека, вот они соединяются руками, да, вот как будто бы такие кольца рисуют. Мои дорогие, здесь осуществление задуманного. Но вам, чтобы осуществить это задуманное, да, нужна помощь другого человека. Человека, например, со стороны. Человека мало, например, как-то, ну, мало знакомый, нет. Это человек, который, например, ну, не знаю, там наемный человек, да, вы платите деньги за консультацию, за помощь, за такие дела. То есть человек, который не ваш близкий, не ваша семья, не ваш родственник. Это человек, который там издалека, да, которого вы привлекаете для того, чтобы решить какие-то проблемы. Вот. Здесь осуществление будет, причем очень такое хорошее, яркое, вам вот во благо и в пользу. Так, смотрите, что за спиной у вас есть некто нуждающийся, может быть, и в энергии, и в ресурсах ваших, и во внимании. Человек, который нуждается, он, ну, понимаете как, если вы остановитесь помогать этому человеку, вы где-то потеряете во времени и потеряете в своих возможностях. Если вы мимо пройдете, но вы не сможете мимо пройти, потому что у вас слишком уж доброе сердечко, я вижу, что вы этому человеку помогаете. Ну, понимаете, да, сами, что здесь этот человек вас немножечко тормозит. Вот так вот идет. Тормозит, но поступайте по совести, что я могу сказать. Я вижу, вот как вижу. Хотите быстро, тогда вот мчитесь к своей цели. Хотите по совести, тогда немножечко придется вам где-то вот сбавить скорость, да, и, ну, дождаться, да, того момента, когда у вас изменения пойдут. Так, я у вас вижу две замечательные утки. Утки у нас это знак благополучия, благосостояния, богатого дома и хороших вот таких вот, знаете, вот, ну, скажем так, хорошие хозяева, да, вот в доме хорошие есть хозяева. Эти утки, они одна побольше, другая поменьше. Одна у нас ну, такая, знаете, как зажиточная уточка, касается вот материального и ресурсного. А вторая уточка у нас касается семьи. Честно скажу, семья не сильно большая. Вот я вижу не сильно большую семью, ну такую, знаете, нормальную. Там может там 4-5 человек. Вот такая семья, вот, ну, такой сбор людей, которые постоянно вместе, постоянно на контакте, они живут как будто бы одним домом, одной семьей. Но и они обеспечены, понимаете, вот это хорошо. Вот такой поворот сделает ваша судьба, вот такая перемена, что у вас в жизни будет обеспеченность. То есть у вас будет и дом свой, и деньги свои, и вы будете свободны в том, чтобы эти деньги как-то тратить и ими располагать. Лодочка вашей жизни, она уже раскрыла парус, да, парус и ждет попутный ветер, когда вот ее понесет по волнам, чтобы она вот прям
знаете, как по волнам прыгала, да, все пошло хорошо. Так, якорь в вашей жизни вы бросите в хорошем месте дом свой однозначно. Здесь дом есть, место пристанища, там, где вы прорастаете корнями, там, где вы бросаете, вот он якорь посередине вышел. Ну, мои дорогие, что я хочу сказать, у вас в жизни еще 3 важных события произойдут, и все эти повороты и перемены вас ведут к этим 3 событиям. И самое главное, вот венец вот этих 3 событий, это такая вот чаша, да, в которой горит огонь. Понимаете, эта чаша, во-первых, вашей жизни, вашего здоровья и вашего, скажем, достижения, да. Но у большинства это будет как чаша еще и семейности. Вот прям семейная жизнь, вот очаг, да, где горит огонь, где можно приготовить еду, где вся семья греется, вокруг которого, ну, это жизнь, понимаете, это жизнь. Еще одно достижение — это, скажем так, да, человек, который новый в вашу жизнь войдет, совершенно новый, который станет вам, ну, действительно и помощью, и надеждой, и опорой. Это может быть как любимый новый человек, так и, например, там хороший друг, подруга, знакомый человек, покровитель. Вот такое идет ситуация такая. И третье — это вот ваши достижения по вашей жизни, чего вы хотели, чего вы добивались. Это именно ваше становление как личности, и не важно, сколько вам лет. То есть вы себя показываете этому миру во всей красе, понимаете, вы в красивом палантине, и за вами хвостик, который вот такой, знаете, он как ну, граммофон, наверное, вот громкоговоритель, да. Люди вот хотят вас слышать, хотят вас видеть. Вы в какой-то сфере становитесь, ну, не последним человеком, скажем так, популярным. Вот так идет. Так, давайте еще я посмотрю. Ой, что вам тут песочек покажет. Но мне нравится, мне ваши перемены очень нравятся. И такие, знаете, прям хорошие. Так, какие еще у вас будут перемены, повороты, что вам заготовила судьба? Так, но тут сытая кошка, понимаете, посредине сидит у нас сытая кошка, довольная кошка. Она смотрит на домик, и она рада тому, что это, смотрите, какая красивая кошка, очень такая, знаете, толстая. Я вообще сама очень люблю толстых котов. Я, конечно, понимаю, что это вредно для котиков быть толстыми, но они такие смешные, когда они вот в теле такие вот с жирком, которые. Так, и вот такая довольная кошка сидит, смотрит на свой домик. Мои дорогие, этой кошкой будете вы. Кошка — это очень хороший знак, это кошка вообще домовитость у нас, да, кошка у нас отвечает за порядок в доме, за то, чтобы все было на своих местах, чтобы там никто ничего не подворовал, никакие там мышки не завелись, ни вредители. Кошка очень ревнивая в плане именно своего дома, да, она не любит посторонних людей, она чувствует людей, она чувствует энергию. Вот и вы так будете чувствовать энергию вокруг вас, будете довольны тем, что происходит в вашей жизни, все ваши близкие будут рядом с вами, под контролем, под вашим неусыпным глазом, скажем так, и все пойдет так, как надо. Смотрите, повороты у вас, я уже говорила, да, они не резкие, они плавные, и это хорошо. Они, да, где-то что-то придется сбросить, какой-то балласт и какие-то, вот знаете, отягощения. Но тем не менее, понимаете, теряя, вы все равно приобретаете. Я вижу у вас приобретение. Приобретение намного больше, чем каких-то потерь. Тем более, еще раз говорю, вы тяжесть теряете. Вот, да, вот вы стоите, у вас на ноге гиря привязана, да, и в руках у вас какое-то дело, которое вы мечтали, хотели, а вас не пускали. И вот будет такой поворот, который позволит вам это дело осуществить, вот избавиться от этой гири, которая, вот смотрите, она просто вас, ну, вниз тянет, и все, да, и из-за того, что она тянет вниз, у вас и плошка пустая идет, и полоничек пустой идет, понимаете, и как-то пусто у вас происходит. Вот оно все и пойдет, все оно и решится. Так. Ну, коса у нас выкосит все проблемы, это однозначно. Коса у нас, ну, такая, знаете, щадящая, да, это не жесткие вот прям лишения, это вот постепенно, может быть, либо в какой-то мягкой форме будет что-то от вас, скажем так, отходить и отпадать. И вот человек, который в вашу жизнь входит, человек, кстати, здесь буква К идет, КЛ.
Да, может, это инициалы, фамилия, вот место, где вы познакомитесь. Человек хороший, человек, вот он прям такой высокий, смотрите, вот с длинной ногой, да, может, он издалека откуда-то этот человек будет. И в руках он вам несет что-то, новую жизнь, радугу он вам в руках несет. Голова хорошая, над ним защита хорошая, потому что этот человек, он непростой, он посланный, понимаете, он посланный высшими силами. У человека здоровье хорошее будет, руки у него из правильного места растут, да. Одной рукой он будет вас обнимать, а другой рукой он будет работу делать. То есть тоже, знаете, как очень даже и неплохо. Так, здесь у вас бантик вышел и восьмерочка. Так, бантик, восьмерочка. Ну, будет момент какой-то, знаете, какого-то неожиданного подарка, я вам так скажу, да, который может быть, это подарок от судьбы, сразу вам говорю. От судьбы мы часто получаем неоднозначные подарки, которые, знаете, иногда и думаю, что делать, радоваться или грустить такому подарку, да. Здесь, конечно, будет ситуация, когда вам этот подарок покажется странным, да, может быть даже и не очень приятным, потому что он связан с ботиночком, с переездами, с дорогами он связан, да, может быть, вас судьба вытолкнет в какое-то путешествие, в дальнее путешествие, может, переезжать придется, смена места жительства, общение, все это может быть. Вам покажется, что это сложно, особенно если вы, например, там уже в возрасте в определенном, да. А вообще есть люди, которые не любят перемен, не любят переездов. И будете об этом думать, и будет вам казаться как вот какое-то лишение, да, что вас лишают того места, где вы находились, где вы, скажем так, проросли и толкают в новый путь. Но потом вы поймете, как это все было замечательно. Это и для вас замечательно, и для вашей семьи, для ваших деток. Это будущее. Это нужно пережить, мои дорогие, пережить. Так, и еще мне нравится поворот, который касается опасных моментов. Здесь у вас вышел, смотрите, какой огромный кинжал. Кинжал, меч, не знаю, как хотите называйте. Он воткнут в землю. Понимаете, вот опасные моменты в вашей жизни, они будут, скажем так, вас стороной обходить. Я прям то постучу, чтобы так и было, да, чтобы не сглазить. Знаете, мои дорогие, вы все равно себя, конечно, берегите. Береженного и Бог бережет, но тем не менее, вот самые такие сложные какие-то моменты, такие прям опасные, они от вас отходят. У кого-то, кстати, будет такой даже поворот в жизни, когда придется пройти какую-то срочную операцию, прям срочную. Срочное оперативное вмешательство. Вы, главное, не пугайтесь, знайте, что это во благо вам будет, потому что без этого могли бы быть какие-то серьезные проблемы в будущем. Да? Вот так специально сложатся обстоятельства. Кому-то покажется, что это странно, кому-то покажется, что не своевременно. Да? Но поверьте, это к лучшему. Вот именно оперативное вмешательство, которое может произойти, это будет к лучшему. Да, такой поворот судьбы. Да, вывернула в таком направлении судьба, но поверьте, это вам во благо. Вот так вот идет. Милые мои, мне очень ваш песочек понравился. Мне понравилось, что у вас здесь дело очень важное. Мне очень нравится это дело. Здесь вот такой просто огромный гвоздь. Да? Вы своими руками какое-то вот прям такое дело невероятное осилите. Какой-то такой гвоздь огромный вобьете. Видите, этот гвоздь в землю, да, в дело. У вас все пойдет. И после этого вы, во-первых, и в себя поверите, и себя будете уважать, и люди уже, ваше окружение будет на вас по-другому смотреть. Да, песочек такой хороший. Желаю, мои милые, чтобы вы были вот этой вот толстенькой, довольной кошечкой в своем доме, при своем доме, и чтобы все у вас было как надо, все было у вас по полочкам, на своих местах, и все вас радовало. Понимаете, эта кошка, смотрите, она, во-первых, очень довольная, она сидит, да, она наблюдает, она больше, чем даже домик, да, она рада тому, что у нее в жизни все так случилось, она находится под защитой, и она любима. И вот это просто замечательно. Мои дорогие, желаю, чтобы поскорее у вас все это осуществилось. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.